совместного общения с учениками. Не эта ли позиция является более правильной, чем выставление тех или иных оценок? Вспомним, что в средние века, когда учили, конечно, неправильным вещам, но учили правильно, там учили учеников вступать в дискуссию с преподавателем. И если он побеждал, ему выдавали диплом и говорили: иди, ты уже готов. Но иногда на это уходило немало времени. Так, можно Кана будет говорить? Нет. Кана, ну пожалуйста. Ну, на Алекс пускай говорит. Да говори. Здравствуй, нас уже снимают, смотри. Да, всем привет. Говори. И что ты меня снимаешь? Что ты сделал? Микрофон. Уже снимаете? То есть это запишется туда, они это просмотрят. Ну тогда всем привет. Да, давайте, все помашем ручкой, давайте, привет. Спасибо вам, кафедра. Вы уже 20 лет существуете, это очень круто. Спасибо за наше образование, вы классные, спасибо, что вы есть. Да, спасибо огромное, мы поздравляем нашу любимую кафедру, долголетие, долгожитие. Вот. Мы будем стараться не позорить наших соотечественников. Если даже не получится быть психологом, я буду читать книги по психологии. Всего хорошего, также живите, процветайте, пускай будут новые открытия и всего-всего наилучшего. Удачи, счастья. Давайте, давайте. В 1993 году в КРСУ была открыта кафедра гуманитарных наук, осуществляющая подготовку бакалавров по специальности психолог. Приказом номер 56-П от 26 мая 1995 года образована кафедра психологии. С 1998 по 2015 года преподаватели кафедры подготовили 18 выпусков, более 200 психологов. В 2003 году открыто вечернее отделение кафедры. За время работы подготовили 100 выпускников. Я считаю, что многого добилась кафедра, потому как наши выпускники работают везде и всюду. У нас неплохие связи с представителями других вузов, у нас есть совместные работы, программы. Вот сейчас опять намечается совместная работа с москвичами. И если бы мы не проявляли свой профессионализм, наверное, вряд ли бы к нам обращались с такими заявками, с такими предложениями. За время существования на кафедре работали яркие представители научной и творческой интеллигенции республики. Психолог, по сути дела, очень недалеко от врача. Он общается с людьми, и психологу могут быть заданы любые вопросы, и он не имеет права на них не ответить. В любом случае он должен быть настолько интеллигентен, настолько знающий, чтобы ему было легко помочь человеку, который к нему обращается. Вот все. Нам преподавали Арона Абрамович, Николаевна и Шукуров, профессор, и Ирина Санна, и Валентина Петровна. Все они были с самого начала. И не так вот, как в качестве лекторов, а вот именно полноценные преподаватели, которые вели и лекционные материалы, и семинарские занятия. Мы были все время с ними. Очень громкий мужчина, мы приходим, он такой очень большой, и сразу такой преподаватель садится. Сейчас я вас научу жить. Кроме основных предметов, которые он вел, то есть там анатомии, физиологии, он нам рассказывал еще кучу дополнительной информации на тему, например, как правильно готовить. То есть мы это успевали еще так даже захватить. И, кстати, некоторые советы были реально ценные, это я точно помню. И, наверное, такое очень яркое воспоминание, это то, что первый экзамен по его предмету нам поставили на 2 января. После Нового года, утром, к 8 утра мы все приходим, и мы в расчете на то, что какой нормальный человек после Нового года будет что-либо делать. Естественно, совершенно не готовые, многие так еще, то есть не выспавшиеся. Экзамен был по полной программе, то есть от и до. Мы были не готовы
честно, но при этом так все это было здорово. Направление работы кафедры: психология понимания, психогенетика, психология образования, социальная психология, психология развития, психология семейных отношений и другие. За годы существования кафедры делились опытом мэтры отечественной психологии: Зинченко, Петренко, Назаритян, Эйда Миллер, Добряков, Александрова, Никольская, Лидерс и другие. На психфак КРСУ я пришел в 1995 году, перевелся из МУКа. Разница была большая. В пользу КРСУ. Гораздо выше уровень преподавателей. С некоторыми я был знаком и в МУКе. И группа тоже очень сильная. Я сразу влюбился в психологию, и с тех пор любовь только усиливается. Начиная с 2000-х, с небольшой группой энтузиастов и коллег, мы развивали современную гештальт-терапию, практически с нуля. И сейчас это солидное сообщество, официальный партнер Московского института гештальта и психодрамы. Из письма Садыкбекова и Иржана, выпуск 1999 года. Что для меня сделали эти 5 лет изучения психологии? Это в первую очередь образование. Образование психологического подхода ко всему. К миру и жизни в нем, к взаимодействию с людьми, к проблемам и их решению. Ну а сам диплом стал хорошим аргументом при устройстве на работу в Стольном Граде, Москве. Маркетинговые и административные отделы везде были рады психологу. Отдав 9 лет работе, отточив навыки и знания в социальной психологии, заложенные в университете, я приступила к главному проекту – семье. Из письма Марии Ушаковой, выпуск 2000 года. Основал и был руководителем кафедры с 1993 года и до конца 90-х профессор, доктор философских наук Брудный. Арон Абрамович был одним из тех ученых, который ратовал за то, чтобы в Москве, в МГУ был создан факультет психологии. Я думаю, вы знаете, что раньше факультетов психологии не было, и классики психологии, они, по сути дела, все либо философы, либо педагоги. И только потом вот они, и Арон Абрамович как раз был одним из организаторов факультета психологии именно в МГУ. Потому что его связи с Москвой, с Санкт-Петербургом были достаточно прочные. В 1995 году, когда уже кафедра была самостоятельной, к нам пришла Нина Николаевна. Хотя Арон Абрамович ее приглашал раньше, но она сказала: я читаю возрастную педагогическую психологию. Вот на 3-м курсе ваш первый курс, то есть первый прием доходит до 3-го курса, и я подключаюсь. Ну и с того момента она до самой смерти работала у нас на кафедре. Я думаю, что все, наверное, это знают. Мы не раз повторяли, что Нина Николаевна Палагина, она первый кандидат психологических наук в республике и первый доктор психологических наук в республике. То есть она действительно, как и Арон Абрамович, они стояли у истоков формирования психологии как науки в нашей республике. Не только у студентов, но и у преподавателей всегда были и есть свои традиции и особая атмосфера. Мне почему-то казалось, что преподаватель обязательно должен быть строгим. Но, с другой стороны, вот, вести себя так, чтобы студенты там были с тобой запанибраты, это тоже не приветствовало. Все-таки должна быть определенная субординация, на мой взгляд. Но хотя, с другой стороны, мне этого и не требовалось. Оказывается, там была такая история, что две мои подружайки-сокурсницы, Света и Люба, они там младшие курсы уже настропали. Придет к вам, ну, сатаналируют, да вы знаете, почему фунт-лиха. Я прихожу, они уже подготовлены, мне там не надо было даже ничего говорить. Зашла сразу, как кролики на удава. На кафедре царила теплая семейная атмосфера. Студентов было мало, и все они учились у своих педагогов не только во время учебных занятий, но и приходили к ним в гости, росли и развивались вместе. Такой школы, как школа. У него очень много учеников, очень много людей, которые говорят: я ученик Арона Абрамовича. Но сказать, что
есть какая-то школа, что люди вокруг какого-то понятия или вокруг какой-то темы работают так слаженно. Этого не случилось. Я думаю, это как раз потому, что он во всех поддерживал. Он, если видел в человеке какой-то интерес, видел, что у того может получиться двигаться в какую-то определенную сторону, и ему там будет комфортно, он поддерживал человека в этом самостоятельном стремлении, никогда не настаивал на том, чтобы его ученики занимались той темой, которая для него важна. У него одно из любимых высказываний его была такая фраза, что существование важнее сущности. И я думаю, что это очень хорошо передает его сущность как раз, что он не привязывался ни к каким там жестким идеям, каким-то истинам, а он двигался с потоком жизни, и он очень ценил то, что просто происходит каждый день. А если кого-то из учеников интересовала какая-то тема, он интересовался этим, вместе с этим человеком, помогал ему и двигался вместе с этим человеком. Хочешь – бейся, хочешь – бойся, хочешь – ставь на карту честь, будь спокоен, беспокойся, будь один, в колонну стройся. Мир таков, каков он есть. Ты не рад его покрою, он попрал твои мечты. Тайну я тебе открою, слушай, он такой, как ты. Я училась, поэтому, наверное, для меня это даже больше связано скорее с процессом обучения, такой как бы альма-матер. Да? Рон Абрамович, одна из последних, да, скажем так, учениц, поэтому Рон Абрамович для меня был, скажем так, все. Да? То есть я свою жизнь с университетом-то не связывала. То есть я когда закончила университет, я из психологии вообще ушла. И единственное, что меня связывало с психологией, это Рон Абрамович, потому что он руководил, да, моей диссертацией, был для меня все равно учителем. И поэтому вот эта связь, это была через него. И только потом я вернулась, на самом деле, в практику. И в этом смысле, конечно, я больше ее помню как учителя. Да? То есть, который учил нас чему-то такому практическому, кстати. Да, то есть в то время, когда я училась, она была именно таким окном в практический мир. Мы, по-моему, были первый, кстати, курс, который состоял из 2 групп. То есть до нас, кто поступал, там их было очень мало, там 10-15 человек. И сейчас, на мой взгляд, изменилось, во-первых, сама популярность кафедры, то есть туда больше людей, да, поступает. А потом, изменился, конечно, педагогический состав, то есть там корифеев, которые преподавали, у меня осталось, к сожалению, немного. Но что радует, что больше сейчас такое, как бы, новое поколение, да, молодой, скажем так, состав. От всей души поздравляю преподавательский состав, выпускников и студентов с 20-летием кафедры. Спасибо, что вы есть, за то, что дали фундамент для профессионального и личностного развития, за знания, которые помогают во всех сферах жизни. Опыт, полученный в психологических исследованиях, помог мне определиться с профессиональным направлением маркетинговые исследования. В этой сфере я работала в Кыргызстане, Казахстане и Великобритании, анализируя развитие брендов ведущих компаний. В настоящий момент я занимаюсь развитием моей маленькой доченьки, вспоминая Гиппенрейтер и Сатир, семейную возрастную психологию. Также продолжаю свое обучение в области маркетинга и исследований. А профессионально реализую себя в небольшом онлайн-проекте, продвигающий здоровый образ жизни. Из письма Светланы Шеховцовой, выпуск 2004 года. Училась я с 2000 по 2005 год, 5 лет. За время обучения на меня оказали большое влияние идеи, сама стилистика преподавания. Это Ирина Александровна Агеевой, Валентины Петровны Ивановой. А также мне очень нравились лекции Оксаны Владимировны Киселевой, Дороховой Светланы Владимировны, Арона Абрамовича Прудного, Юрия Маркеловича Торопова. То есть все эти люди заложили в меня определенные идеи, и благодаря им я
развила свои способности. Один, если быть точным. И после этого с Брудным я встречалась на конференциях. А как преподаватель я с ним общалась мало. Он очень интересный преподаватель, который пытался нас заинтересовать и заставить думать над тем, что мы ему рассказываем. Ну, конечно, мы все стараемся как преподаватели это сделать, но Брудный в этом плане у него вот такой сократический метод, он задавал вопросы, и мы должны были на них отвечать. Такой вот человек очень интересный. Вот Брудный для меня это человек, который задает интересные вопросы, который заставляет задуматься. С начала 2000-х годов руководит кафедрой кандидат медицинских наук Агеева Ирина Александровна. У нас на курсе ее все очень боялись. Да, что это очень строгий, суровый руководитель. То есть вначале мы с ней познакомились, конечно, как заведующий кафедрой. Мы как младший курс, мы ее видели больше как карающий такой человек, который приходил и говорил: сдавайте с должности. Затем мы с ней познакомились как с преподавателем, который очень много на своих занятиях давал нам практических знаний. То есть теория совместно с примерами из ее практики. Когда я училась, ну, во всяком случае, если мы и соперничали за что-то, то за то, кто лучше что-то знает. То есть у нас курс был очень сильный. И нам было, знаете, как очень важно выглядеть даже не перед преподавателями, знатоками в каком-то аспекте, а перед другими, кто вот со мной рядом учится. И прийти неподготовленным, прийти что-то там не то сказать, это было очень стыдно в наше время. Рон Абрамович, он своеобразно читал лекции, он просто учил думать, мыслить, чувствовать неоднозначно, не прямо. Вот. И, наверное, это заслуга, в принципе, всей кафедры, потому что всегда хочется научиться и научить нестандартно думать, неординарно. Задумывались ли вы, что нет такого замка, которому нельзя было бы подобрать ключа? Нет такой мины, которую нельзя было бы разминировать, вынуть из нее детонатор. Нет вообще такой задачи, которая бы была нерешима для другого человека, если задача правильно поставлена. Поздравляю нашу кафедру с таким мощным юбилеем и желаю держать марку еще много-много лет, чтобы мы, выпускники, продолжали гордиться уровнем знаний и качественными педагогами той кафедры, которая воспитала нас. Из письма Ксении Авдеевой-Верблюдова, выпуск 2009 года. Выпускники кафедры сейчас живут в разных странах мира, но душой и сердцем с нами и вспоминают о кафедре только самое лучшее. Это все звучит в письмах, которые прислали выпускники Ирине Александровне. Вот если вкратце, то в данный момент 4 работы. Беготня, суета, вот все, ну все же как-то интереснее, чем нет. Но это никак не сравнится с теми событиями и с тем интересом, которые были во времена учебы в КРСУ. В Славянском было круче.
Одни воспоминания о том, как мы всей группой работали, а потом зажигали на практических занятиях по психологии в 70-й школе, чего стоит. Помню, люблю, ценю, обнимаю и поздравляю. С письма Сергея Ромашкина, выпуск 1998 года. Я поздравляю вас с 20-летием. Это замечательное событие, это радость для всех нас, радость, что кафедра существует, несмотря на то, что сталкивается с трудностями и противодействиями определенными. Я всеми вами горжусь, вы молодцы, так держать. Кафедра – это жизнь, это вторая семья, это второй дом. Если работа нравится, да, наверное, тогда она становится вторым домом. Ирина Александровна, она улыбалась и смеялась тогда, наверное, чаще. Сейчас она обременена заботами о кафедре, да и возраст уже, и здоровье у нас с ней, с возрастом. А так, всегда было интересно. Я же и пришла, в принципе, сюда за ней. Студентам, которые учатся, я хочу пожелать, чтобы они учились. Чтобы они хотели знать и уметь. Чтобы они хотели знать немножечко больше, чем им предлагает программа данного занятия или данного курса. И чтобы они хотели чему-то научиться, как практике. И очень хотелось бы, чтобы образование, высшее образование и образованность, между двумя этими словами стоял знак равенства. Ну, я пришла в 1994 году на кафедру. Кафедра уже год работала под руководством Арона Абрамовича Брудного, имя которого известно не только в Киргизской республике, но и за пределами ее. Это ученый с мировым именем. И, конечно, те посылы, которые он дал нам, они до сих пор на кафедре идут. Всем привет! Это Татьяна Индина, в прошлом Татьяна Микиченко. Сейчас я нахожусь в Гарвардском университете, Беркман-центре, Центре изучения интернета и общества, где я являюсь Visiting Fellow. Я хочу поздравить всех студентов, всех преподавателей родной Альма-Матер, психологической кафедры Славянского университета с юбилеем, замечательным праздником. Я хочу сказать, что я очень благодарна своему университету за то образование, которое я получила. Оно действительно помогло мне в жизни достичь поставленных мной целей. Я поступила в аспирантуру психологического института РАО в Москве, где много лет поработала научным сотрудником. Занималась психологическими исследованиями, затем я выиграла конкурс международных академических обменов Fulbright, который позволил мне провести замечательный, очень интересный год в Вашингтоне. Ну и теперь я fellow в Беркман-центре Гарварде. Я считаю, что во многом заслуга всего этого то образование, основы которого были заложены именно в Славянском университете. Я хочу поблагодарить всех своих преподавателей, а студентам пожелать, чтобы вы верили в свою мечту, стремились взять как можно больше из того, что сегодня дают вам преподаватели. И хочу пожелать всем новых побед. Еще раз с праздником, с юбилеем. До новых встреч! В 2015 году кафедра психологии Кыргызско-Российского университета отметила свой 20-летний юбилей. Большое спасибо нашей кафедре за ваше безграничное терпение, за ваше мастерство и за ваше упорство. Вы сделали из нас профессионалов, и я уверена, что мы все состоимся в нашей профессии. С днем рождения, кафедра! На кафедре существует традиция посвящать студентов-первокурсников и провожать выпускников. Эти мероприятия наполнены особым духом и настроением и остаются в памяти.
окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла пятилетней зимы донесем 5 минут до конца. Доживем наше море вины поглощает. Время дыра — это все, что останется после тебя. Это все, что возьмешь ты с собой. С нами память сидит устала, а в руке ее пламя свечи. Жизнь студента хорошей была. Вспоминая о ней, не молчи. Годы лица на белом листе промелькнули секундой одной. Напиши что-нибудь на окне и махни на прощанье рекой. Это все, что останется после тебя. Это все, что возьмешь ты с собой. Это все, что останется после тебя. Это все, что возьмешь ты с собой. Две мечты до печали стакан мы с тобою допили до дна. Ты свободен, путь выберешь сам, а быть может покажет судьба. Не грусти, все еще впереди. Жизнь не сахар, а смерть нам не чай. Мне свою дорогу нести. До свидания, друг, и прощай. Это все, что останется после тебя. Это все, что возьмешь ты с собой. Это все, что останется после тебя. Это все, что возьмешь ты с собой. Это все, это все, это все, это все.